А я, он, у нас, у нас есть еще выступающий. Я хочу дать слово писателю Идиеву Замбулатову. Идиев. Да. Анна, Дерия Схилон, Баркал, спасибо, что предоставили мне слово. Ну, прежде всего, перед тем, как перейти к своему основному выступлению, я хочу сказать такую пару слов, уделить взаимоотношениям Чеченской Республики с другими странами. На меня это, на эту мысль навел рассказ, выступление Батона Мираба. Взаимоотношения, какую роль играла Чеченская Республика в начале 90-х во взаимоотношениях с Грузией. И немного хочу как раз именно к началу 90-х. Я буквально недавно, недели 2-3 назад, узнал одну очень интересную вещь. Для меня это было, в общем-то, открытием. Мы все, ну, многие из нас помните, наверное, что в начале 90-х противники нашей независимости в Грозном возмущались. Одно из таких возмущений было в адрес Джохара Дудаева, в адрес нашего руководства, что они обманывали, на самом деле финансируются из Москвы, что в аэропорту Грозного тоннами, самолетами, мешками выгружаются деньги. И вдруг буквально недавно, недели 2-3 назад, я посмотрел фильм, нашел на канале «Настоящее время», шел фильм «Родео» об Эстонии начала 90-х годов, 92-93 год, когда премьер-министром был назначен, в общем-то, самый молодой премьер-министр Эстонии Марти Лаар, и набрал себе в команду, в общем-то, молодых ребят, не специалистов, которые не имели опыта ни министерских, ни политических, но они были патриотами своей страны. И они фактически сделали невозможное. Они, вот этот самый трудный период 92-93 годов, они вытащили, смогли выстоять, сделали так, что Эстония смогла выжить, смогла выстоять. И, в общем-то, сейчас уже является страной Европейского Союза. И какую роль в этом сыграла Чеченская Республика в тот период? Оказывается, в общем-то, когда Эстония вводила свою валюту, большим грузом, балластом лежали русские, советские рубли. И эти рубли Россия не забирала. Ну, видимо, не знаю, там, может быть, из-за экономических каких-то соображений, чтобы подорвать независимость, чтобы якобы Эстония не вытянет. И тогда что получилось? Что они сделали? Они, оказывается, договорились с руководством Чеченской Республики. И Чеченская Республика за эти рубли заплатила долларами. И вот эти вот 70 тонн денег, рублей было отправлено самолетами именно в Грозненский аэропорт. Таким образом, Чечня сыграла важную роль. Я не буду давать оценку экономическую, потому что я не экономист. Экономисты, наверное, лучше меня специалисты сделают эту оценку. Но факт, что Чечня помогла Эстонии вот этот очень трудный период пережить, зиму 92-93 годов, и сыграла важную роль. И мне это было, в общем-то, как-то и приятно, и гордо за свою республику, что все-таки одной из стран Европейского Союза мы все-таки помогли. Вот. И теперь я хочу перейти к своему, значит, основному выступлению по поводу российской информационно-пропагандистской войны против чеченского народа. С самого начала хотелось бы отметить, что информационная политика российского руководства 90-х годов
резко отличается от политики путинского периода. И это мы можем судить в первую очередь по отношению к чеченскому народу, к противостоянию между нашими государствами. Если в ельцинский период Россия хотя бы декларировала движение в сторону демократизации, то в настоящее время слово «демократия» вообще воспринимается официозом и его пропагандистами как оскорбление, что мы видим и на средствах массовой информации. Еще с первых дней и месяцев провозглашения чеченской государственности мы видели интерес многих журналистов к процессам в нашей республике. Причем журналисты были не только иностранные, но зачастую и российские. Конечно, российский официоз выступал с критикой наших властей, не гнушался и клеветой, для чего использовались и газеты, и телевидение, и радио. Но были и журналисты, действительно пытавшиеся разобраться объективно в ситуации. Но когда началась война в 1994 году, даже среди российских репортеров было немало корреспондентов, готовых предоставить более-менее, насколько это было возможно, объективную информацию. И я помню, что помимо иностранных журналистов из «Радио Свободы», например, или других, в президентском дворце были и журналисты из Москвы. Запомнил, например, в коридорах дворца известного журналиста Сергея Доренко. Положительную роль в информационной политике сыграла и открытость представителей чеченского сопротивления для средств массовой информации. Такие журналисты, как Андрей Бабицкий, Александр Евтушенко, Елена Масюк, чуть ли не регулярно встречались с командирами чеченской армии, делали репортажи с места событий, брали интервью. До сих пор в интернете выходят видео с выступлениями первого президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева именно в период войны. Были, конечно, и те, кто с пеной у рта пропагандировал ложь Кремля, оправдывая агрессию против Чечни. Все вы помните, думаю, знаменитый репортаж Александра Невзорова об отрезанных чеченских ушах на шее российских ОМОНовцев в виде амулета. Или ложь о наемниках из Африки, снайпершах из Прибалтики и другие. Чеченская трагедия вызывала сочувствие и у соседних народов. Это сочувствие сказывалось и в некоторых изданиях. Конечно, при всем сочувствии не все газеты были готовы публиковать правдивую информацию о войне. Но хотелось бы особенно отметить начикскую газету «Хасы», печатный орган кабардинского движения Адыги Хасы, и ее руководителя Валерия Хатажукова. В газете почти в каждом номере печатались репортажи из военной Чечни, которые транслировало Радио Свобода. Кроме того, она регулярно, без всяких поправок, публиковала материалы, которые и мы ей предоставляли. Газеты с этими материалами привозили в Чечню мой отец, мои братья, я, раздавали мирным жителям и чеченским бойцам. И эти газеты пользовались большой популярностью. Помню один эпизод уже в конце Первой войны, когда начали действовать совместные чеченско-российские блокпосты. На въезде в республику около Самашек нас остановил чеченский пост. Увидев газету «Хасы», ребята взяли у нас несколько экземпляров и спросили, а можно русским показать ее? Конечно, можно, ответили мы. Один из бойцов с волнением сказал, я их за хребет возьму и носом ткну в газету. Пусть видят, сволочи, что творили. Но при этом газета испытывала некоторые трудности, в отличие от других изданий. По закону власти не могли ее закрыть или запретить, но была возможность давить на нее экономически. Каким образом, это уже другая тема, но газета держалась достойно и продолжала эти публикации. Могу еще сказать об известном агентстве «Интерфакс». В Нальчике располагалось Северокавказское бюро. Ближе к концу Первой войны мне немного пришлось сотрудничать с этим агентством, и оно рассылало по российским средствам массовой информации мои материалы. И таким образом в газетах или по телевидению России выдавалась информация, пусть не вся, пусть порой с некоторыми критическими замечаниями, но все же было, главная информация доходила. Например, оценка событиям в Чечне о войне и послевоенный период известного командира, министра промышленности Дауда Ахмадова. Говорить о позитивной работе журналистов в Чечне можно много, но, к сожалению, власти России продолжали войну, не обращая внимания на критику. Даже порой злясь, оскорбляя журналистов, силовики продолжали гнуть свою ложь и войну. Вы помните генерала Куликова, который после первомайской операции Радуева говорил о журналистах со злобой? Это же надо так родину ненавидеть. Важное отличие политики ельцинского периода от путинского в отношении журналистов заключается в том, что не было целенаправленного массового преследования журналистов за публикации событий в Чечне.
Да, журналисты тоже погибали, но это скорее было случайностью, как, например, случилось в августе 1996 года с корреспондентом Первого канала Рамзаном Хаджиевым. Мне могут возразить, что он был убит целенаправленно, и я спорить не буду. Я делаю акцент именно на то, что это не было распоряжением из Кремля, не было специального преследования журналиста. Он был убит на блокпосту при выезде из Грозного только как чеченец. Это на мой взгляд. Также нет доказательств умышленного убийства сотрудницы немецкого издания «Фокус» Натальи Алякиной-Мрози, погибшей близ города Буденнов 17 июня 1995 года. Журналисты могли быть и жертвами обстрелов или бомбежек. Так случилось, например, в начале войны с американской журналисткой Синтией Элбаум. Хотя здесь будет несправедливо не упомянуть директора гостелевидения и радио ЧРИ Хусейна Гузуева, погибшего при исполнении своего профессионального долга в день вылазки так называемой оппозиции 26 ноября 1994 года. Но тогда, повторяю, это не была целенаправленная политика Кремля. К сожалению, успехи в информационном противостоянии чеченской стороны не удалось закрепить впоследствии. Мы, конечно, можем критиковать за это спецслужбы России, и это правильно, но и с нашей стороны была вина в этом, раз мы не смогли противостоять всем провокациям врагов. Ведь после войны начались похищения журналистов, и нападениям подвергались в первую очередь именно те репортеры, которые сотрудничали с чеченской стороной, давали объективную картину событий. Называть можно много случаев, но, на мой взгляд, самый вопиющий эпизод произошел с Еленой Масюк, похищенной на территории Чечни в 1997 году. Ну, не знаю, кто как. Я, например, не могу ее судить за то, что она после этого резко изменила свое отношение к чеченской стороне. Да, конечно, российские агенты работали и не жалели средств на подобные провокации. И это сильно подрывало авторитет чеченского государства, что позднее сказалось уже и на освещении Второй войны, когда многие журналисты уже делали репортажи, сидя на российских бронетранспортерах. Но если бы только так. Показателен случай с чеченским журналистом телевидения Нохчи Адамом Бетельгериевым, который в 2000 году специально вывели из дома в селе Алханкала российские военные и расстреляли. Пропал без вести чеченский поэт и драматург Макал Сабдулаев. Его супруга Берлант Рамзаева вспоминала, что генералы таких считали хуже и опаснее боевиков. Поэтому эти случаи уже несли спланированный характер. Кремль усвоил уроки Первой войны и серьезно занялся теми, кто мог нести правду. Можем вспомнить и историю корреспондента «Радио Свобода» Андрея Бабицкого, арестованного в России, помещенного в фильтропункт, а после якобы обмененного на территории Чечни на русских солдат. Такая политика против журналистов набирала обороты. В итоге в России даже мнение чеченской стороны озвучить стало считаться уголовным преступлением. В настоящем времени уже все атрибуты чеченского государства приравниваются к пропаганде терроризма. И профессия журналиста в итоге стала одной из самых опасных профессий. Согласно докладу руководителей Союза журналистов России и Международной федерации журналистов, за период с 1993 по 2009 годы погибло более 250 российских журналистов. При этом большинство убийц и заказчиков так и не понесли наказание. Следует подчеркнуть, что пропагандистская машина Кремля не ограничивается только чеченской тематикой, ибо, как мы знаем, человеку свойственно наглеть. В данном случае людям, наделенным властью и безнаказанностью. Поэтому пропаганда полностью заменила профессию журналиста. А пропаганда, по моему глубокому убеждению, допускает элементы лжи. В России же, кроме лжи, уже практически ничего не осталось. Это касается уже всего и вся. И войны с Грузией, и войны с Украиной, и отношений с Европой и Америкой, и всего. Даже, казалось бы, самой гуманитарной темы – здоровье. Например, французские спецслужбы безопасности подозревают правительство России в распространении фейков о вакцине Pfizer. Зачем? Можно только догадываться. Конечно, в рамках одной конференции, одного доклада охватить все аспекты и случаи информационного противостояния России с Чечней, а теперь и со всем цивилизованным миром невозможно. Но об этом, в общем-то, написано. Тысячи и тысячи страниц, есть доклады, есть доступные они в интернете, но моя цель была не это. Я хотел только показать тенденцию и закономерность пропагандистской политики Кремля, и надеюсь, вы меня поняли правильно. Спасибо за внимание. Спасибо Замбулату.
Вспомнились, конечно, имена уже забытые журналистов. Да, это тоже наша история. Спасибо. Теперь у нас есть еще два правозащитника, которые, я не знаю, Зайнаб сможет или нет выйти, но я хочу дать слово Фатиме Газиевой, которая вместе с Зайнаб Гашаевой работали по одним и тем же вопросам. Фатима, если ты слышишь, появись, пожалуйста. У Фатимы отключен звук и видео, я не знаю, она слышит или нет. Добрый день всем, кто... Я еще раз говорю, всем добрый день. Здравствуй, Фатима. Но тебя не видно. Вот теперь видим, Фатима. Амина. Теперь видим. Амина, добрый день. Я вас всех приветствую. Сегодня все, кто меня слышит, видит, наша чеченская диаспора. Я хочу всем праздникам, Днем независимости желать всем во всех своих, тех, что сегодня каждый на своей работе, те, что чем занимаются. У нас сегодня очень много собралось людей, поэтому, видно, вам плохо слышно меня. Интернет слабый, голос растягивается, слова растягиваются. Я думаю, что это из-за связи, Аминат. Здесь очень плохая связь. Ну, говори, мы слушаем тебя. Ну вот, хотелось бы, конечно, быть рядом с вами, чтобы и слово слышно было хорошо, и видно вас всех. Я еще раз всех поздравляю с этим праздником, Днем независимости. Знаете, сегодня в сердцах всех наших взрослых, молодых, подростков этот праздник для многих действительно является большим праздником. Слышно, да? Слышно. Слышно, Аминат? Да, слышно. Конечно, не хочется повторяться. Я столько много вам сказала. Надеюсь, что-то слышали из сказанного. Я говорила о том, что за эту нашу независимость, за вот этот праздник, это очень велико для нашего народа. Я хочу сказать, что сегодня очень много полегло ребят, вот воевали за эту независимость. Погибло очень много жителей, детей, стариков, женщин, матерей, сестер. Поэтому для нашего народа эта независимость, это очень такой, для меня это очень большой праздник. Потому что я сама выросла в Казахстане и в 91 году впервые вернулась в Чечню. И для меня это родина моих предков. Амина, очень тяжело. Наши гости, я думаю, участники устали, уже мы почти 4 часа работаем. Да, но у нас есть еще один выступающий, может быть, кто-то еще, но во всяком случае я хотела бы дать слово Ахмеду Гисаеву. Или перерыв сделать, или просто наши... Нет, я думаю, что нужно нам просто завершить. Ахмед Гисаев. Извини, Фатима, тебя не слышно было. Извини. Дерес Хелгучала. Дерес Шунхил Массарна Даля, то больше везде. И тогда в завершении Абдулуй, он от имени правительства подготовит обращение, помимо резолюции, он его зачитает, пока наши участники не разошлись. Хорошо? А там посмотрим, доработаем. Роза, Маша, Роза тоже появилась. Роза тоже хотела бы, да. Роза. Ну, давайте, лишь бы с наши гости, я не за себя, я за наши гости. Могут немножко отключить и отдохнуть. Некоторые так и делают.
Я хочу услышать Ахмеда Гисаева. Ахмед появился. Давай. Деликафон, мастер, ассаламу алейкум. Здравствуйте, уважаемые участники. В первых же словах хочу поздравить нас всех, весь наш народ с 30-летием объявления нашей независимости, независимого государства. Это была очень трудная дорога для нашего народа, которую мы преодолели. Буквально сидя, слушая сегодняшних участников, я вспоминал лица тех ребят, которые, в принципе, отдавали свои жизни за нашу эту свободу, за то, чтобы наш народ наконец-то обрел эту свободу. Вот. Поэтому есть очень много вещей, которые, в принципе, проходят перед глазами сегодня. Как правозащитник я хотел бы сказать единственную одну вещь. Я считаю, что прежде чем говорить о правах человека, кто бы там он ни был и кем бы он ни представлялся, он должен признавать абсолютное бесспорное право нашего народа на свою независимость, на свою государственность. И я считаю, что мы должны ориентироваться именно на эту модель, признает ли отдельный индивид, партия или какая-то фракция право нашего народа на свою независимость. Все остальное, так называемое, все остальное, что называется, скажем так, правозащита, я считаю, что это просто бутафория. Это все, что я могу сказать сегодня. Спасибо за внимание. Баков. Ахмед, Анна, я просто два слова просто добавить к тому, что Ахмед сказал. Я еще раз, я хочу просто выразить ему свою благодарность. Это вот тот момент, который я всегда подчеркивал. Российская правозащита и российский либерализм заканчивается на Чечне. Вот касается чеченской темы. Вот они готовы поочередно вытаскивать, выискивать по отдельности жертвы этого геноцида, этих преступлений, которые совершают против народа. Они, защищая отдельно права одного человека, но напрочь игнорируют право целого народа на самоопределение и на свою собственную выбор, собственный выбор для своего будущего. Поэтому очень важно, чтобы мы и журналисты, и политики, и представители, и правозащитники понимали вот это. Вот для нас лакмус – это признание права народа на самоопределение, универсальное право, да? И после этого уже защищайте наши права по отдельности, отдельно взятые. Массовые убийства, совершаемые, которые квалифицируются как военные преступления и геноцид, об этом умалчивается, а отдельно взятые какие-то моменты, да, хорошо, что, но это для чего делается? Вот этим заключаются двойные стандарты. Да, если они не будут отдельно выхватывать какие-то эпизоды из этой национальной народной трагедии, вот это их правозащита, их статус правозащитников, он не будет приемлем на Западе. Поэтому это только с этой целью делается. Поэтому, Ахмед, большое спасибо, что ты эту мысль озвучил. Все, Ахмед, я завершил. А я хотела бы дополнить. Пожалуйста. Для литовской аудитории. Наверное, все здесь помнят фильм Кведаравичуса «Барзах». Так вот, Ахмед Гисаев был вместе с Кведаравичусом все Я являюсь время... автором. Да, и с автором этого фильма «Барзах». Помните, вы тоже видели? Этот фильм в Литве имел очень большой успех. И он снят был, конечно, в таких трудных условиях в Чечении, но тем не менее и Кведаравичуса можно сказать, назвать смелым человеком, который не побоялся ни российских властей, ни местной администрации. Ну, об Ахмеде я вообще уже не говорю. Ахмед вообще в этом, Гисаев оказался на большой высоте. Спасибо. Теперь у нас есть еще спикер. Это Роза Дунаева, представитель Чеченской республики Ичкерия в Австрии. Она у нас самая молодая и самая красивая.
Мы тебя не слышим. Вот сейчас включила, да. Я очень рада вас всех видеть, всех сегодня целый день слушаю, набираюсь опыта, как говорится. Все нам это, конечно, радует, что все вместе здесь собрались. Хочу всех поздравить с Днем Независимости, всех, даже тех, кто нас поддерживает с других стран. Я хотела бы... Немножко болею, извините, кашляю. Хотела бы немножко рассказать о ситуации в Австрии, чеченский вопрос в Австрии. Так как вот эта ситуация с пандемией наложила на наши встречи вот эти ежегодные некоторые коррективы, но мы это все принимаем, несмотря на это идем в ногу со временем, как говорится. Уже 2 года, уже 3 даже года мы работаем, усердно работаем над препятствием депортации чеченских беженцев в Австрии. Конечно, со стороны я заметила, что внутри, как бы на внутричеченском сегменте в Австрии было упущено, как бы нет связи с австрийским обществом. И поэтому как можно усердно стараемся, в широком смысле как бы этого слова, стараемся налаживать англоязычные связи, немецкие связи. В основном сосредоточила работу свою на освещении чеченского вопроса. Также мы работаем со многими организациями здесь, в Австрии, потому что австрийцы многие не знают ни про нашу независимость, ни как эта война начиналась, как Россия оклеветала нас, как это все, как эти взрывы домов. Многие австрийцы, даже самые, которые работают в ОБСЕ, про взрывы домов узнали только в этом году. Поэтому приходится разрушать вот этот негативный образ, который Россия за все эти годы постаралась. Ведем просветительскую работу, освещаем нашу позицию для всех специалистов, работаем с журналистами. Также не облегчает задачу, что Россия ногами влезла в европейский политикум и прикупила целые партии Австрии. И она очень сильно с ними сотрудничает. Недавно приезжал Лавров также. И очень здесь большая это популистское движение здесь очень сильное. Из всех европейских стран Австрия на самом первом месте, которая очень пытается выдавить всех чеченцев отсюда. Но мы конкретно сейчас занялись этим, чтобы этого не допустить. Очень много депортировано молодых людей, которые здесь родились, выросли, которые не знают русского языка. И душа за них очень сильно болит. Также миграционные службы некоторых стран из европейского общества также стали сотрудничать в последнее время с российскими властями. И они видят, что чеченский вопрос не обсуждается нигде. Поэтому хотелось бы, чтобы во всех странах, во всех вот одним словом все выступали, выходили на демонстрации, устраивали мероприятия, и все вот это должно видеться, как бы освещаться. Иначе, если не сотрудничать с европейскими организациями, это большой крах будет. И наша молодежь полностью, как задумала Россия, как задумала вот это оккупационное правительство в Чечне, их желание исполнится. Вот такая вот печальная ситуация пока, но мы будем бороться, насколько есть сил. Амина, слышно меня? Да. Ты все? Да. Все, Роза. Я болею температурой, но... Роза. Спасибо, Роза. Очень интересная информация. Я хотела бы немного добавить по поводу Австрии. Австрия вообще, как и Германия, они немного отличаются в плане
вот в связи с Россией, конечно же. Из Австрии после Второй мировой войны советские войска ушли лишь в 1956 году. И Советский Союз там оставил огромную агентуру. На момент распада СССР в Австрии проживало на постоянной основе 70 тысяч русских. Вы думаете, они вернулись в Россию? Нет, они продолжают там жить. Более того, русских там еще больше прибавилось. Поэтому они там имеют очень сильные позиции и влияние. Кроме того, сами знаете, как президент России ездил на дни рождения, там министров австрийских, да, где они танцевали. Мы это все знаем. Поэтому положение, конечно, вот такое. Извините, Алимпаш Солтыханов – это вице-премьер правительства Чеченской Республики Ичкерия. Добрый день, добрый вечер, уважаемые гости нашей сегодняшней международной конференции. Очень приятно было вас всех слышать, хотя я сегодня по приглашению бельгийской нашей диаспоры, нашего представительства в Бельгийском королевстве, я приехал сегодня в Бельгию, и сегодня я нахожусь здесь на мероприятии, организованном здесь нашими товарищами, соратниками. Также здесь с нами присутствует наш друг из Белоруссии, политик, депутат парламента. Вот она сидит с нами. Да. Приветствует вас. Также здесь находится наш руководитель наших правительственных структурах, руководитель религиозного комитета Зияудин Билоев, также руководитель департамента по молодежной политике Ибрагим Ибрагимов, а также другие некоторые члены нашего Государственного комитета деоккупации, также известный чеченский певец Эдвард Гилани, Алимханов рядом со мной, и наши общественники, все, правозащитница Фатима Газиева и другие, все приветствуют вас, выражают вам огромную благодарность нашим помощникам, нашим товарищам, верным друзьям и соратникам в борьбе нашего народа за свою независимость, свободу и сегодняшнюю деоккупацию. Если бы не было у нас таких друзей, наверное, мы бы до сегодняшнего дня не дошли бы. Также я приветствую Мираба с Грузии и других наших друзей с Америки, с Европы. Поздравляю всех вас от себя и от всех наших товарищей здесь с этим великим, замечательным, знаменательным сегодняшним днем независимости. Действительно, днем независимости, которую чеченский народ приобрел свою независимость, и она окончательно, и, как говорил Джохар Дудаев, обсуждению не подлежит. Благодарю вас всех, всего вам хорошего, и Зияуди добавить несколько слов. Да, конечно. Добрый вечер. Я от своего имени вас всех приветствую. Рад буду слушать вас. Благодарю вас за то, что вы есть, нас поддерживаете. Всего вам доброго. Так, Фатим. Ну, все остальные приветствуют вас. Амина, спасибо тебе также. На этом мы закругляем. Спасибо. Спасибо вам всем. В Бельгии завершился. Да, спасибо. Теперь слово Абдулле Артаханову, государственный министр в правительстве Чеченской Республики Ичкерия. Абдулла, мы слушаем. Начали доброго дня, уже заканчиваем добрым вечером. Я всех приветствую, гостей и наших истинных друзей из прибалтийских государств. Сегодня приятно было слышать, видеть
знакомые лица и незнакомые, впервые появившиеся Инну. Очень приятно было. В любом случае, как бы ни говорили, 30 лет это эпоха. Если 30 лет мы сумели сохранить преемственность власти, если мы сумели сохранить органы государственного управления, если мы сумели создать дополнительные структуры, позволяющие нам в дальнейшем работать, значит, Ичкерия жива, Ичкерия работает. Я хотел бы искренне поблагодарить всех участников за откровенный разговор, за поддержку, за систематическую поддержку уже десятилетиями нашего движения, нашей борьбы за свободу и независимость. Долго не буду задерживать ваше внимание. Мы подготовили сегодня обращение к мировой общественности, главам государств, всему цивилизованному миру. Если бы не устали, я кое-какие детали из того далекого 30-летней поры привел бы. Благо еще живы участники, активные участники этих событий. Благо жива наша государственность. В начале этого обращения я хотел бы начать с интервью Инны Курочкиной с профессором Витаустасом Лансбергесом. Там он начинает: мало кому сегодня жаль Ичкерию. Это ляжет ответственностью и проклятием на тех, которым не жаль истребляемых народов и тех народов, которых могут как будто вечно держать в клетке. С этих слов хотелось бы начать это обращение. Это сказано очень четко, это сказано очень сердечно. Спасибо, профессор, спасибо за ваш труд, за ваше внимание к нашим проблемам, к нашей истории, к нашей действительности. А теперь обращение. Уважаемые дамы и господа, в результате свободного волеизъявления в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права на перепутье истории в период развала Советской империи 30 лет назад чеченским народом, ее законной властью в лице Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики было принято постановление о провозглашении государственного суверенитета Чечено-Ингушской Республики. 27 октября 1991 года были проведены выборы президента, проведены парламентские и президентские выборы, результатом которого стало избрание президента и парламента Чеченской Республики Ичкерия, закрепив право чеченского народа на самоопределение. Руководствуясь декларацией о принципах международного права от 24 октября 1970 года и Устава ООН о праве нации на самоопределение. Были формированы все органы государственной власти, избраны органы местного самоуправления. 12 марта 1992 года была принята Конституция Чеченской Республики Ичкерия, в котором в статье номер 1 зафиксировано, что Чеченская Республика Ичкерия является независимым, демократическое, суверенное правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. В 1994 году началась Первая российско-чеченская война. Итогом этой чудовищной, страшной войны стал договор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия от 12 мая 1992
1997 года, подписанное двумя президентами Масхадовым и Ельциным. В 1999 году началась вторая, более страшная российско-чеченская война. А итогом этой войны явилось нарушение договора о мире, тотальная оккупация и установление оккупационных органов власти. Убийство в марте 2005 года в результате террористических актов законно избранного и легитимного президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова, а затем начало массового террора против защитников чеченского государства и их сторонников вынудило нас формировать правительство Чеченской Республики Ичкерия за рубежом, следуя при этом принципам преемственности и духу времени. Используя законные и мирные методы, следуя общепризнанным принципам и нормам международного права, правительство ЧРИ за рубежом последовательно проводит работу по деоккупации нашей страны. Правительство ЧРИ, осознавая историческую неизбежность соседства, создание и формирование новой модели взаимоотношений с Россией, проявляя при этом односторонний гуманизм, заботясь о будущем чеченского народа, положившего на алтарь свободы миллионы жизней, учитывая изменяющийся в мире расклад политических сил и стремясь войти в цивилизованное сообщество государств и существующих институтов власти, определяя курс на дальнейшее совершенствование модели государственного устройства и учитывая опыт международных отношений, следуя заветам первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева о необходимости доведения до конца курса на построение свободного, независимого, цивилизованного государства, определяя приоритеты внешней и внутренней политики, руководствуясь общепринятыми нормами, принципами международного права, строго придерживаясь и признавая отсутствие альтернативы договору о мире, подписанной президентом Ельциным и Масхадовым, подчеркивая юридическую обоснованность и необходимость к возврату договора о мире от 12 мая 1997 года для дальнейшего взаимоотношений Чеченской Республики и Российской Федерации, правительство ЧРИ совместно с участниками международной конференции, приуроченной к 30-летию государственности, обращается к мировым лидерам, общественным и политическим деятелям, юридическим и гуманитарным институтам выступить посредником новых мирных инициатив между Чеченской Республикой Ичкерия и Российской Федерацией, могущим положить конец многовековому противостоянию. 6 сентября 2021 год. Спасибо. Я на ваше усмотрение, на ваш суд все-таки добавил совместно с участником международной конференции. Если вы согласились бы, приятно было бы, и этот документ мы могли бы перевести на ряд языков и отправить по всем каналам, которые у нас имеют и не имеют, и международные институты. Я благодарю вас за внимание. Еще раз поздравляю и приветствую наших гостей. Поздравляю всех свободолюбивых чеченцев со знаменательным днем восстановления чеченской государственности. Спасибо, всего доброго. Абдул Барка, спасибо. Но это обращение от имени участников или от имени кого? Это от имени правительства, но все-таки я хотел бы, чтобы и наша конференция дала нам добро. Тогда надо обратиться к участникам конференции. Вот поэтому что они думают по поводу этого обращения? На ваш суд и выставил это. Можно я скажу, Халвату Аминат? Да, Мираби. Я слушал внимательно резолюцию, она очень последовательная и насыщена фактами. Но думаю, что вот первая часть
слишком перегружена уже известными фактами, и чтобы документ стал более динамичным, думаю, что надо опираться на новое, что мы хотели бы сказать, а все, что было в начале, как-нибудь скорректировать. Вот мое мнение. И о втором. Я с удовольствием буду подписываться, как профессор ТГУ, резолюцию и обращение тоже, если будет надобность. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Мираби. Кто Аминат, еще может высказать? Аминат, можно Да? мне? Да. Аминат, я думаю, здесь мы как за основу возьмем эту резолюцию, за основу. Там потом можно кое-что редактировать. Я согласен с профессором Мирабом, что там слишком насыщена вводная часть. Давайте мое предложение принять эту резолюцию за основу. Кто за это? Если есть, поднимите руки тогда. Вот так, кто за основу? Два слова. Два слова. Ихван Гериханов. Ну, во-первых, по обращению. Я предлагаю, чтобы обращение было по итогам работы международной конференции. Правительство может сделать такое заявление, обращение, как хотите. Да. Это будет правильно. Хороший вариант. Согласен. Вот. И второе. По резолюции. Не по резолюции. По обращению. По заявлению он говорит. Да. Ага. По поводу резолюции, я хотел бы туда очень много добавить чисто политической борьбы и юридической на будущее. То есть не констатировать то, что было, то, что сделано, а что предстоит, что предлагает конференция. Мы же обсудили многие вопросы. Правда, не по теме части, но мы обсудили именно перспективу, что надо сделать на завтра и что предлагает конференция. Политическая борьба, юридическая борьба. Да. Я не умею слушать, я умею читать, поэтому если... Молодец. Аминат, Да. действительно очень жалко наших гостей, потому что так не работают. Я понимаю, без перерыва столько выдержать невозможно. Я предлагаю, у нас есть, у тебя, как у организатора, есть имейлы всех участников, наших гостей, правильно? Да. Мы, когда доработаем предложение взять за основу, и потом доработать его, и уже разослать участникам окончательный или предварительный вариант им разослать, и чтобы после этого мы его опубликовали. Хорошо, договорились. Я только этот вариант. Я согласен. Сайтамин, ты согласен? Согласен, вполне. Наши гости, дорогие, наши участники согласны с таким предложением? Да, конечно. Так и должно быть. Окей. Спасибо всем, дорогие гости, дорогие участники. Извините, что так затянулось, и что вы... Но сегодня наш день, День независимости. Мы вас очень благодарим всех, кто принял участие. Желаем вам здоровья в такой трудный период нашей жизни. Надеюсь, в будущем мы будем встречаться где-нибудь в Брюсселе или в Страсбурге и будем видеть друг друга. Или в Грозном, Аминат, одну минуту выделить. Да. Аминат, слышно меня? Да, Абдулла. Одну минуту выдели. Да. Сейчас мы находимся в Берлине. Со мной друзья, представительство Чеченской республики Ичкерия в Германии. Со мной рядом сидит представитель. И от имени всех участников поздравляю всех участников данной конференции. И они шлют вам сердечный салам. Баркалдерескал, спасибо. Анна, Спасибо, Хазир, мы тебя видим. Амина, в завершение пока. Да. 2-3 слова буквально. Да. Дорогие мои друзья, дорогие участники конференции, я, может быть, буду немного эмоционален, потому что на самом деле для нас очень дорого ваше участие, дорого ваша сопричастность нашей трагедии, национальной трагедии. Да, сегодня мы не можем, к большому сожалению, говорить о празднике.
посвященные к 30-й годовщине независимости или восстановлению чеченской государственности. Мы знаем, в какой ситуации мы находимся. Если бы мы праздновали бы 30-ю годовщину в центре города Жахар, я знаю, у нас было бы очень много гостей, очень много людей, которые пришли бы поделиться с этой радостью с нами, поделиться, высказать нам добрые пожелания. Сегодня мы находимся вне нашей исторической даже родины. Мы распространены по всему миру, но мы из последних сил держим вот этот флаг чеченского государства. И это происходит только исключительно благодаря вам и вашей сопричастности, и вашего участия в нашей работе. Я безгранично вам всем благодарен. Спасибо вам огромное. Я вас всех люблю, уважаю. И я уверен, как сказал Мираб Чуга, что мы доживем до того дня, когда мы не онлайн-конференцию, а проведем парад, посвященный независимости чеченского государства. И я желаю и хочу, чтобы мы все приняли участие в этом параде. Спасибо вам огромное. Спасибо.